Пышагма литература ирташа гарденты гайту райгурдыл шахашт шада фанташажым. Гайту райгурди Санкт-Петербурге. Ясардын сонна рауад. Революции курайды тауад хашт сылу жағғы уйбавжарын тахай ақшырда шажызыдай хасыди врангелі авшады. Фаштада расыд туркма, урдгайта Францима. Парижу кушта уожжаутта хашагай, паровозта ахшагай, шлешрай, ама усиврашта гуди уршагама францушаг вжактах руганаг. Ахабрашта джидар уди амаю вунджа яхшаварвашта. Уовга на уасхашагным баса такута шармагу ундарма гайтой тахай, амаям бакашам. Гажданты гайто, анахор ама биратан анампашт контфышаг. Ирона виурышаг, усыфаршта абондар шага шолыфтауа хорганты. Уавга дыжардыккагнау юқыттаг. Владимир Набоковима гажданы фыртнымадуд шазаманушы арыгонфашчыты курдячында минаварыл. Яраман призрак Александра Вольфата тылмас кондырсыд аппачайрак Европа ягов жактам. Я хочу фандама жагануй ама гажданты гайтой уасмыш фацахат мохора расад Иронов жагал. Фашен журнал Махдуджи яразыр чак адахал. Авдышцы арсад гайто шумен урша гимнасы квахор котта усыраштык. Усыразырд мохор мабасатта котта абжарты Руслан талмаста яра котта гушалты Бариш. Шафарсы гажданты гайтой курдят ярайгурам баштыл ажалыт Иронов жагал. Абон чинык каша гайтой номфылдар жоны роман «Вечеру Клэрой». Мана курайшам вечеру Клэр водуи пашковты бинунта, а ярхайджиташты пашковты прототипта кайфажаганс водонышты. Ама жайку каштан вот за самедишан шартон Ирон шикот лапуи койдар. Усы лапу таудиш мана мем харафартан я фдевшмар лапу. Ама удиш шехшан баш цинад макаразима пишмота фештой. Уи уштар самедишак хабар. Гайто уи у мана артака чиник кашак камараж дахтиш, ама райшома бон фидана фишак чиу. Хой. Если у тебя есть силы, если у тебя есть стойкость, если ты способен сопротивляться несчастью и беде, вспомни, что у других нет ни этих сил, ни этой способности сопротивления, и ты можешь им помочь. Наурох гайтоином, нешта рох яуасмышта. Армаште фазахштата, каразия нахошканын, каразии амбарын, рышта джесидима, арфтар карынс, адаймачы жардама. Зуцата Залина, Шуанталан, Комайта Шошлан, Ирыштон, Тава. Кудайжонам автомай гажданты гайто фышта уршаг вжагал. Ама уйномыл заучака уи шармагун библиотека, хойны гажданты гайто уйномыл фашивадон библиотека. Абон я шаргалологи не студия, уи сарахат рита. Ама ажба сархайзенан, ама бафал варзенан уршага уема анхашканал. Добрый вечер, Рита. Добрый вечер. Скажите, кем был и является для вас Гайто Газданов? Ну, я хотела бы отметить, что этот год юбилейный вдвойне. Мы отмечаем не только 115 лет со дня его рождения, но вот ровно 30 лет прошло с того времени, когда тексты Гайто Газданова, информация о нем, литература о нем стала появляться на страницах газет, журналов для обычного рядового читателя, у которого не было доступа ни к спецхранам, ни к каким-то архивам. Вот. И я, так же, как и многие, наверное, не только из моего поколения, но и которые гораздо старше и гораздо моложе, очень жадно прильнули к этой информации. И хочу с самого же начала сказать, что тем, кому посчастливилось почувствовать, полюбить Гайто Газданова, это надолго, это навсегда. Вот в сюжете уже прозвучало, что на его жизнь, на его судьбу выпало необыкновенно много тягостей. Исследователи говорят, что самой жизни Гайто Газданова, фактов его биографии, хватило бы не на один роман.
И вот эти как бы трагические какие-то моменты, они были еще и в тот период, когда он не оказался за границей в эмиграции. По болезни умерли две его сестры. Ему не было еще 8 лет, когда умер отец, которого он горячо, тепло и очень восторженно любил и принимал. Ну а вот в 16,5 лет он вступил в добровольческую армию и уехал вместе с остатками разбитой армии Врангеля. И с тех пор это был путь скитальца, путь иммигранта. Это были годы и, можно сказать, даже не десятилетия нужды, тревог, потери родины, тоски по родине. А что стало с его родителями? Ведь, отец умер еще в детстве, когда Гайто Газданову было всего 8 лет. А мама дожила до 1939 года, но вот единственный из ее семьи Гайто, который волею обстоятельств был с ней разлучен, с ним ей так и не довелось встретиться. Она умерла, так и не встретив, не увидев сына. Она знала о его литературных успехах, поскольку она и еще и великолепно владела французским языком. Они переписывались, и в переписке есть фразы, написанные на французском языке. Вера Николаевна Бацыева великолепно владела и немецким языком, французским. Она великолепно знала литературу, русскую, зарубежную. Она хорошо музицировала. И все это, конечно же, сказалось на формировании будущего писателя. Хотя, как говорят исследователи, писателями не становятся. Можно стать кем угодно. Можно стать литератором, можно стать публицистом, неплохим литератором. Но писателями рождаются. Так вот, Гайто Газданов писателем родился. Он уже писателем был тогда, когда наблюдал, убирал, переживал тяготы, ночевал на станциях метро в Париже, был мойщиком паровозов, сверлильщиком на автомобильном заводе. Ну, он тогда уже был писателем. Вот вы, наверное, прочитали гору книг про него, монографий, статей. Что вас больше всего удивило в нем? Какого человека вы открыли? Человек необыкновенно какой-то органичный. И, я бы сказала, и противоречивый. Вот, допустим, такой факт, что он с остатками или вступил в добровольческую белую армию, эмигрировал. И дальше, когда он уже был во взрослой жизни, хотя 25 лет он вынужден был работать водителем ночного такси, это была очень тяжелая, изнурительная работа. И вот тот контингент, с которым он общался, будучи водителем ночного такси, был не самым лучшим. Это были женщины легкого поведения, сутенеры, игроки, клошары, бродяги и так далее. Но, тем не менее, вот он как бы сохранил вот какое-то тепло, теплое отношение к людям, к жизни. И это, наверное, тоже одно из главных в его творчестве. Потому что они давали тему ему, да, для его дальнейших и, кстати, вот один из его лучших, на мой взгляд, романов, хотя обычно называют роман «Вечер у Клер», посвященный гражданской войне, воспоминаниям о детстве, о юности. А вот «Ночные дороги» – это вот период вот его такого водительского, что ли, стажа 25-летнего и встреч с теми людьми, обстоятельствами, судьбами, которые были вот в этот период. Но я вот, на мое восприятие, в этом романе нет ничего темного. Нет. И вот когда говорят о языке писателя, о его стиле, то тоже это невозможно не отметить человеку хотя бы с какой-то маломальски выработанным вкусом, таким литературным. Вы не найдете там плохих выражений, грубых слов. Вы только опосредованно догадываетесь, что они могли быть произнесены кем-то из тех, кто ежевечерне, еженочно садился к нему в такси. То есть темные вы имеете в виду именно какие-то плохие, негативные высказывания? Да, и негативная сторона-то вся у него была. Зловещий и фантастический Париж, он говорит в одном из своих романов. Хотя в то же время он Париж безгранично любил. И там прошла большая часть его взрослой жизни. Он больше не возвращался на родину. 16,5 лет, все, распрощался с Россией. Россию тоже он безмерно любил, именно и русский язык любил. И Горькому он писал: «Россия моя родина, ни на каком другом языке
языке, кроме русского, я не могу и не буду писать. И это он выдержал. Хотя он знал французский язык еще до отъезда. Но ведь Конечно. он хотел вернуться в Россию. Да, он хотел вернуться. Когда в 29 году появился его первый роман «Вечер у Клер», это было для иммигрантского русского зарубежья событием огромной значимости. И не было ни одного русскоязычного издания, которое бы не откликнулось на этот роман. Роман оценили, похвалили лучшие зарубежные критики русскоязычные. Он переслал один экземпляр Горькому, который дал очень восторженный отзыв. И как бы рекомендовал работать дальше. Обещал помочь вернуться на родину, но, к сожалению, как бы в 30-е годы, когда это вновь стало актуально, и Газданов хотел вернуться на родину, во-первых, ушел из жизни Горький, во-вторых, у нас в 30-е годы происходили очень плохие события, связанные с репрессиями. Ну и кроме того, конечно же, Гайто Газданов белый эмигрант, и, может быть, оно и к лучшему. Рита, а как вам кажется, наш зритель, наш читатель, он знает о Гайто Газданове в основной своей массе? Я думаю, то, о чем сокрушались литературоведы в самом начале его творческого пути, а именно роман «Вечер у Клер» имел самый большой успех. Именно тогда его стали сравнивать с Владимиром Набоковым. И в зарубежье это были два равноценных писателя. И многие критики и писатели, в том числе Иван Алексеевич Бунин, первый нобелевский русский лауреат, он отдавал предпочтение Газданову. И все отмечали, что если у Набокова стиль такой несколько более сухой, продуманный, проработанный, то у Газданова много тепла, поэзии, лирики, в его поэзии. Вот. А и нашему читателю, я думаю, что на сегодняшний день он знаком опять мало. Пик успеха пришелся на 90-е годы, и где-то вот, может быть, до середины 2000-х годов очень было много людей, которые так или иначе интересовались Газдановым. Ну, теперь я не могу этого сказать. Давайте посмотрим. Время не литературное на дворе. Да, согласна. Об этом Да. у нас уже сегодня был разговор. Но давайте посмотрим наш материал. Наши корреспонденты собрали мнение у наших жителей. Посмотрим, знают ли они Гайто Газданова. Ну, я именно не знаю, кто он такой, но про него слышал просто так, знаете, поверхностно. Я ома кусатханов что амна сартам ирончингу это на кажется нафта. Я так чисто в интернете смотрел, там читал, фон зашмешкой фасарта мой тхам. Не всех писателей знаю. Да, честно. Вот это фыштауи дарнажон занана. Да, хатры. Кофе куштай. Күнмайжун Францис Ардиш Ирон фшагу аргаярлыгзи Франци фасарди ячинку таамдер парахатышта. Найзволен. Ай кузонун тацарт махоздароды. Погодар фахождарыз. Самай. Ма сабр васпыштан фышта. Вечер у Клер. «Вечер у Клер» – это самое такое произведение известное. Вот Александра Вольфа, как называется? Призрак. «Призрак» Александра Вольфа. Вот мы посмотрели, Рита, наших, да. послушали наших жителей. Как это ни печально, многие его не знают. Да. Даже не знают, что он писал на русском языке. Конечно, только на русском. Да. И вот смотрите. Единственное произведение, которое было им же самим переведено на французский язык, это была документальная повесть «На французской земле», но перевод он сделал с русского им самим текста, сделанного на французский по просьбе французских издателей. Это о движении французского сопротивления. Кстати, он был активным участником движения сопротивления. Вот французские партизаны и наши военнопленные, которые бежали и присоединились к французам. Неспокойная душа была у него. И в этом его как бы тоже, наверное, сказалась противоречивость. Ведь он же работал на радио «Свобода» ряд лет.
тоже около 20 с лишним лет. А «Радио Свобода» – это станция, которая говорила о том, что происходит безобразного, ужасного, неправильного с идеологической точки зрения на территории Советского Союза. А он никогда не хотел найти корни свои в Осетии? Так он эти корни никогда не терял. Он родился в Санкт-Петербурге, но каждое лето он приезжал вот на улице Гапо-Баева, есть особняк его деда Саге Газданова, и лето он проводил именно там. Здесь, в Осетии? Да. И он о себе писал, вот исследовательница Аза Хадарцева, что осетинского языка я не знал, во Франции я и русский-то слышал не очень часто, но на слух он воспринимал. И, конечно же, и об этом тоже надо обязательно говорить. И об этом говорит доктор филологических наук Татьяна Красавченко, что код личности Газданова осетинский. Код личности, основа, главное, несмотря на то, что языком он не владел. И его инстинкты, и поведение, и какие-то особые проявления благородства, аристократизма даже. Это все вот исследователи отмечают. А он говорил вот о своей тоске по Осетии именно? Ну, вот тоже исследователи отметили, что самые теплые места в его произведениях – это там, где он вспоминает вот детдома, пребывание в Осетии, пребывание на Кавказе. Конечно же. И вот у него была переписка с Гапо-Баевым, который эмигрировал тоже и жил во Франции. И вот есть даже фотография, но более подробно я не могу, конечно, сказать, что во Франции они в какие-то годы пытались отмечать осетинские праздники тоже. И в частности, ну, это имя не произносят женщины, тем не менее, Джоргу Байбарагбон, Баракотто Юма. Очень интересно. Да. Вообще-то его знают, как мы и сегодня услышали, вы сами говорите, да, что он известен больше как автор романа «Вечер у Квер». Да. А между тем он написал 8 романов. 8 романов, более 40 рассказов, документальная повесть на французской земле. И кроме того, у него замечательные литературно-критические работы. А вот работая на «Радио Свобода», у него был целый цикл тоже передач, критические его работы. Они тоже теперь уже исследуются, анализируются о Чехове, о Толстом, обо всех классиках практически русской литературы. Вполне возможно, что нашему телезрителю захочется прочитать его книги. Они могут найти тот же роман «Вечер у Клер». А остальные книги довольно сложно найти, разве что только в интернете. Нет, это не сложно. Их нет в большом количестве, я имею в виду экземпляров. Но у нас есть трехтомник. Он в 1996 году в Москве был издан, собрание. А вот в 2009 году тоже в Москве в издательстве «Эликс Слак» вышло вообще 5-томное собрание сочинений. Там есть и библиография, там есть и все, что на сегодняшний день известно о его не о его творчестве, а о его творческое наследие. Все 9 романов, если включать документальную повесть. Ну вот вы все равно вращаетесь. И в издательстве «Ирк» в свое время вышла замечательная книга, в которой были 5 романов. И замечательное предисловие, теперь уже его нет с нами, главного редактора журнала «Дарьял» Руслана Тотрова. Предисловие называлось «Между солнцем и нищетой». Предисловие, в которой дан такой глубокий анализ, профессиональный и фактически очень богатый. Мы, осетины, в вопросе популяризации Гайто Газданова на первом самом главном этапе были очень на достойной высоте. Вот Фатима Ходонова появилась в кадрах. Они с Русланом Заровым в свое время в МГУ учились и в спецхранах чуть ли не от руки переписывали. Почему-то на книгах Гайто Газданова, хотя такого взрывоопасного вы ничего не найдете в его текстах, вот на его материалах было написано секретно. И только аспиранты имели доступ к этим текстам. Но я знаю, что Фатима Ходонова от руки переписывала, чтобы каким-то образом потом попытаться издать. И, кстати, Фатима Ходонова, она и комментатор, и составитель, и 3-томного собрания сочинений, и 5-томного, там несколько составителей. А вот о Руслане Зарове тоже вот что можно отметить. Самая первая по времени публикация вообще в России, если это принимать в расчет, это была публикация в журнале «Мардук» в
переводе на осетинский язык, что очень да, об интересно. этом мы сказали в сюжете тоже. И еще надо отметить, что был Борис снят Гусалов перевел. документальный фильм Два режиссером. документальных фильма. Рафаэль Гаспарян, автор. Первый фильм назывался «Четвертая жизнь». И вот спустя несколько лет он снял второй фильм, уже расширенный, уже с привлечением большего объема материала. Он был во Франции. Этот фильм «Игра воображения» Гайто Газданов. Два фильма. Большое вам Кроме того, спасибо. монография Нугзара Дмитриевича Цхавребова есть, доктора филологических наук, профессора. По индексу цитируемости и по тому уровню, и по тому, как ценят эту монографию исследователи, она ставится на второе место после монографии Ласло Диныша. А Ласло Диныш – это американский исследователь-славист, который, собственно, является первооткрывателем Гайто Газданова. Вы знаете, наша беседа подтолкнула меня к тому, что я еще раз перечитаю романы. Прочитаю те романы, которые... Обязательно. Те романы, которые не прочитала, тоже перечитаю. И советую нашим телезрителям тоже. А вам я напомню, что у нас сегодня в гостях была директор Республиканской юношеской библиотеки Рита Царахова. Говорили мы о Гайто Газданове.